Двигаемся дальше на север и чуть-чуть восточнее. Прибываем в Якутск. Еще один центр очень самобытного края, тоже с древними традициями. Там, например, не отмечают обычно Новый год, но 21 июня, в день летнего солнцестояния, в республике Саха-Якутия собираются на праздник солнца Исэх. Легенда связывает праздник с прародителем всех якутов Элей-Боутуром. В древности у скотоводческих племен годичный цикл делился на две половины, и Исэх был своеобразной чертой, делившей очередной плодородный сезон пополам. В этом году отмечается 100 лет с образования республики, так что празднование будет более чем запоминающимся. Так что как здесь обойтись без национального вида спорта? С 21 по 26 июня в Якутске состоится чемпионат мира по масс-рестлингу. Масс-рестлинг выглядит как перетягивание палки, но все не так просто. Для победы спортсмену необходимо вырвать палку из рук соперника, но при этом ноги упираются в доску. Поединок длится до победы в 2 раундах одного из борцов. Победа в схватке засчитывается, если одному из участников удалось перетянуть соперника через опорную доску или если соперник выпустил палку. Мы покажем вам чемпионат мира и расскажем о других местных обычаях, конечно, потому что «Матч Боец» еще и образовательный телеканал. Вид спорта одновременно и древний, и современный. Родом из Якутии, всегда развивался как национальная забава, очень популярен в Якутии, перетягивание палки, очень с древних времен на всевозможных праздниках национальных устраивались такие турниры. Ну, по-якутски он называется мастардыгы, такое название тюркское, а рестлер называется маджины. Но, понятно, для того, чтобы продвигать вид спорта, надо унифицировать правила, форму. На всех континентах он представлен, и в том числе уже лет 5, а может даже больше, он представлен на огромном масштабном мероприятии. Это международный спортивный фестиваль «Арнольд Классик». В якутском виде спорта оказался довольно просто. У нас наш город совсем недалеко от Москвы, это 220 километров по трассе Москва-Беларусь до Вязьмы. И очень много, кажется, у нас людей, энтузиастов, которые развивают другие направления. В свое время это был один из таких, это был Александр Бакланов. И он как-то был на турнире здесь, в Москве, увидел красочный вид спорта, простой вроде бы так на первый взгляд. Привез его к нам в Вязьму, рассказал моему тренеру об этом виде спорта, и мы решили провести совместные соревнования. На данный момент я являюсь без малого 20-кратным чемпионом России, с учетом абсолютных чемпионатов, 2-кратным чемпионом мира, 7-кратным чемпионом Европы и 5-кратным победителем Кубка мира. Привет, друг. Привет, друг. Как здоров? Да, что за ты? Потихонечку. В Якутске стартует чемпионат мира с 21 по 28. Как ты, готов? Конечно. Как правило, доска размещается на платформе высокой, на которой выходят спортсмены. Вы видите, что одна сторона красная, другая синяя. Внутри доски есть неокрашенная часть, это стартовая зона. Судья объявляет участников поединка. К примеру, Виктор Калибабчук приглашается на помост. Итак, команды произносятся на якутском языке. Первая команда звучит «полор». Это значит «садитесь». Соперники принимают стартовую позицию. Вы видите, размещают ноги в стартовой зоне. Судья подает палку, и первый красный на красной стороне показывает, каким хватом будет брать палку. Вы видите, руки, кисти располагаются разнохватом, и между ними должно быть по сантиметру. Далее задача судьи выровнять палку, чтобы она была строго над доской. Произносится вторая команда на якутском языке «готовится», «белем». И буквально через несколько секунд якутское слово «че», то есть «старт». И схватка началась. Огромное напряжение. По статистике практически ни одна схватка не длится больше 1 минуты, а 80% схваток заканчиваются в первые 20 секунд. Как правило, масс-рестлинг
тем и интересен, он зрелищен, ввиду того, что схватки проходят быстро, бескомпромиссно, спортсмены борются, получают друг от друга драйв и определяется победитель. На чемпионат мира заявилось 43 страны, в их числе Сербия, Венгрия, Аргентина, Бразилия, вот, ну, естественно, сборная России в полном ее составе. Безусловно, ко всем у нас дружеское уважение, отношения, вот, но на помосте оно только боевое.